Каждая вторая таджикская семья живет в долг. Долговое обязательство – огромная ответственность, особенно если она связана с оформлением кредита. Маленькая отсрочка в платежах, и ваша кредитная история уже подпорчена. К тому же, постоянные переживания по поводу долгов непременно приведут к бессоннице и нервному срыву. В редких случаях у людей получается гасить кредиты досрочно. Гораздо чаще граждане идут в банк за вторым кредитом, чтобы погасить первый. Это, как правило, сильно усугубляет проблему и тянет заемщиков на финансовое дно. Поэтому, если вы оформили кредит в банке, то желательно сразу же начать планирование своего бюджета, даже если вы этого никогда не делали. 4 способа, как правильно гасить кредиты. Первое. Переход от меньшего к большему. Бросьте все силы на досрочное погашение самого маленького кредита, независимо от процентной ставки. Как только закроете его, добавьте на погашение следующего кредита платеж, который раньше уходил на маленький кредит, и так далее. Почему работает? Это может быть не самый рациональный способ с точки зрения переплаты, однако психологически так легче. Вы будете видеть, что долгов становится меньше, а мотивации идти дальше больше. Каждый погашенный кредит дает чувство победы и контроля над ситуацией. Второе. Составьте список всех кредитов в порядке убывания годовой процентной ставки. В первую очередь платите по тому кредиту, где самая высокая ставка. По остальным судам внесите минимальный платеж. Как только разберетесь с самым дорогим кредитом, переходите к следующему, следуя тем же принципам. Почему работает? Вы снижаете переплату по всей сумме долга, экономя на процентах. Для этой стратегии нужна строгая дисциплина. Третье. Если у вас нет возможности гасить хотя бы один из кредитов досрочно, предыдущие 2 способа могут не сработать. Альтернативный метод – незапланированный доход. Видов множество. Возврат налогового вычета, случайная подработка, премия, кто-то вернул долг, получили денежный подарок на праздник и так далее. Все эти нерегулярные деньги необходимо вносить на дополнительный взнос по кредиту. Почему работает? Во-первых, небольшие досрочные платежи – это лучше, чем ничего. Только проверяйте в банке, идут ли деньги на досрочное погашение или просто лежат на счете. Во-вторых, если вы планируете бюджет, этот доход вы изначально не учитывали, а значит, сможете прожить и без него. А если не планируете, так как не знаете, как правильно это делать или много раз пробовали и бросали, то лучше обратиться к профессионалу. Профессиональный финансовый консультант поможет наладить семейный бюджет и подскажет, где найти дополнительные источники дохода. Четвертое. Если платить по всем долгам вовремя не получается, попробуйте обратиться в банк за консолидацией или рефинансированием кредитов. Это способ оптимизации кредитов. Он может как снизить переплаты, так и увеличить срок выплаты. Перед подписанием документов надо все внимательно посчитать, как с точки зрения процентной ставки, так и с точки зрения переплат. Почему работает? Вы снижаете ежемесячный платеж или не допускаете просрочек. Итого, когда вы определились с методом, необходимо выяснить у своей кредитной организации, как происходит процесс частичного досрочного погашения кредита. Пусть вместе с рассказами о досрочном погашении вам предоставят документ, подтверждающий сказанное. После каждого частичного досрочного погашения запрашивайте новый график платежей. Это и будет подтверждением снижения переплаты. Кроме того, эта бумага будет стимулировать вас не сходить с намеченного пути избавления от кредитной зависимости. Заключение. Начинать надо с малого. Планирование гашения долга. Часто именно в незнании и безответственности кроется основное зло, мешающее человеку выбраться из долгов. А достижение этой цели – один из ключей к росту благосостояния.